Здравствуйте, с вами журналист Олег Жилнин. И сегодня у нас тема «Память поколений». Я напоминаю, что по адресу города Якутска, Дежнева, 45-46, согласно народного бюджета города Якутска 2022 года идет благоустройство территории старого погоста. На сегодняшний день мы провели там культурно-исследовательские работы, подготовили территорию для благоустройства и ждем решения эксперта, который должен дать экспертизу и по которой уже мы начнем благоустройство. Но тем не менее, согласно народного бюджета производится подготовка 27 плит памятных и обелиска в виде креста. И сегодня мы находимся именно у подрядчика нашего по народному бюджету, который и расскажет, что уже готово и что необходимо еще сделать. Давайте я сейчас перейду и вам покажу. Значит, суть этого: вот здесь стоит небольшая база, как видим, ЛДПР победит. Приятно, что в этом участвует целая партия. Можно рассказать и представиться сразу, потому что... Меня зовут Владислав, значит, я являюсь депутатом городской думы. И вот помогаем, значит, так скажем, в народном бюджете, значит, Новгородскому погосту. Дело в том, что у нас уже практически все готово. Заготовки есть. Вот такой вот крест бетонный. Мы его сделаем под гранит. Естественно, тут подработаем все. Здесь серебром, наверное, сделаем под гранит. Здесь вот у нас он будет вставляться сюда. Здесь, значит, мы просверлим два отверстия. И вот он будет как бы у нас здесь установлен. Его высота и ширина, так скажем. Ну, высота где-то рост человеческий, да, примерно около метра 60. Вместе с постаментом где-то метр 80 будет. Ну, и как мы предполагали, что, скорее всего, наверное, сделается постамент уже на месте, да, там где-то да, там будет в районе метра, да, где-то. Да. И тогда он будет смотреться, ну, так, красиво. Естественно, если он будет не в таком виде, а под гранит сделан, то как бы, соответственно, ну вот. А можно еще пояснить, вот эта лицевая его сторона, да, она будет покрашена чем-то или как? Вообще цвет, ну, грубо говоря, он будет темный, золотой или же вообще? Нет, ну белый? Вот, как я еще объяснял, скорее всего, все мы делаем под гранит, ну, урегулировали, да. Но вот эту фаску мы, наверное, сделаем под серебро. Потому что когда мы делали под бронзу вот такие, да, вещи, то так, ну, делали под золото. Здесь, наверное, скорее всего, ну, лучше будет под серебро. Ну, мне под серебро, да? Да, под серебряную фаску. И она будет оттенять его и будет смотреться так довольно-таки красиво. Ну, вот, если так вот подумать, да, значит, постамент, ну, метр 20 мы там считали, может, до 2. Плюс на него еще где-то 1,80 м, это с постаментом же у нас высота, да? Ну да, потому что он где-то 1,50 м. И получается, его сразу будет видно со всех сторон, да, он будет как центральным таким притяжением, так скажем. Я просто хотел немного объяснить, кто интересуется, вот это постамент, на который ставится крест. Да. Ага. Мы вот здесь просверлим два отверстия специально. Вот под вот эту вот арматуру, они, видите, мы специально они заливаются, чтобы он туда вошел. А постамент будет стоять на большой такой прямоугольной плите, где будет будет стоять табличка всех похороненных людей на этом кладбище. И теперь мы перейдем к основным, да, таким вещам. Вот крест, так скажем, постамент. А теперь идем дальше, да? Ну да, вот обратите одну плиту мы вот специально сделали, чтобы урегулировать цвет. Вот примерно такого плана, вот это вот под серый гранит. Под серый гранит, ну, дело в том, что сразу скажу, Владислав, ну, это я как инициатор проекта настоял, потому что в жизни, понимаете, ну, со временем же вы согласитесь, что краски, они бликуют. Даже ты его белым сделаешь, он все равно будет темный. Специально сделано под гранит.
Это самый такой неприхотливый цвет, что даже если где-то что-то будет выцветать, его не будет видно. Он, видите, такого пятнистого плана сделан. Это специально так, потому что мы уже давно работаем. А, И у нас есть изделия и под чароит, и под мрамор, и так далее, и так далее. Эти, они менее стойкие, получается. Вот именно из-за вот этих вот всевозможных вкраплений мы даем гарантию, 10 лет это минимум. И вот тоже вот с вами советуюсь, да, многие вот сюда будет нанесен трафарет, мы все-таки определили для Да, начала, потому что, как объяснить, вот здесь будет имя человека, который там захоронен, наверное, крест, погост, это все сейчас делается. Споров много, но тем не менее, зачем мы делаем трафаретом, вот мое мнение, да, год-два полежит, зато потом родственники могут сделать табличку и наклеить, правильно? Да, не наклеить, Ну, можно будет просверлить и как бы установить ее, но сейчас мы сделаем, чтобы все было в едином стиле. Естественно, трафарет, чтобы все надписи были одинаковые, одинаковый шрифт, одинаковые цифры, там, все, да. чтобы... Все в едином стиле, например, крест или звезда, и вот тут имя, фамилия и дата смерти. И как бы дата рождения, дата смерти. Чтобы было все в едином стиле. Мгм. Мне кажется, так это будет, довольно-таки... А у меня здесь Нормально. тоже спрашивают, вот каким цветом будет шрифт? Он черный, да, обычно? Здесь, в принципе, Или без белый? разницы, да, можно сделать хоть белым, хоть черным. Это как бы... А на вашем опыте какой лучше, черный, да? Мне кажется, лучше белый. Белый, да? Почему-то Белый, да. лучше, он более оттеняет и более, видимый цвет. И давайте После вот... этого Ага. мы лакируем как бы вместе с этой трафаретной надписью. То есть еще лак будет, Да, да? еще лак сверху наносится, чтобы более крепкое было. Лаки у нас специальные фасадные. То есть уже все готово, а как ложить, это уже там немножко другая производственная часть. А покажите вот уже сколько там готово. И, Да, у нас полуфабрикат, который как бы уже отлит, дожидается, своего часа на окраску. Это значит вот плиты, которые в количестве 28, да? Там 20, да, Вот часть вот лежит здесь, она как бы у нас, да? Ждет своего часа. Тут как бы ничего такого нету. А часть у нас уже, в цеху на окраске. Так, по моей задумке, да, вот эти плиты, они должны лечь под 45 градусов на своеобразный фундамент. Там фундамент этот должен быть из шлакоблоков. Но это будет в течение этого при установке все-таки регулироваться. То есть вот эти плиты, здесь уже практически все готово, как мы видим, да. И видите, вот они не будут стоять, потому что чтобы вандализма актов не было, да. Они будут Если лежать. они будут в таком полулежачем состоянии, Да. они будут и смотреться красиво, и акта вандализма, все-таки избежать. А сколько вес одной плиты здесь? Мы его перетаскиваем вдвоем, это где-то в районе 70 килограмм. 70 килограмм. Так, теперь, Владислав, Да. вы хотели показать, я смотрю, вы здесь занимаетесь еще и с другими, да, Мы изделиями. делаем и вазоны, и тротуарную плитку, много чего делаем, бордюры. Ага. Вот сейчас мы идем Покрасочный цех, скажем так, покрасочный цех, да? где у нас уже на работе вот первая партия 8 плит, которую мы как бы хотим уже как бы выпустить. Вот эти еще плиты. Первая партия 8 штук, да? Да, вот они уже, видите, мы уже окрашены на первый слой, так скажем. И вот мы готовим, значит. Так вот и здесь вот по поводу, мы вот сейчас работаем по поводу трафарета.
как, что и как вот. Ну, я ожидаемо. предложил здесь, если это касается православных, здесь будет крест, я так понимаю. да. А Здесь здесь- и имя, и, наверное, погост или вверху, и внизу. Обозначение места захоронения, да? Правильно Да. будет. Ну, скорее всего, лучше, конечно, чтобы было, что это Новгородский погост, чтобы как бы это как единое целое смотрелось. И на сегодняшний день такая форма, она где вообще применяется? Только в каких видах обелисков, так сказать? Ну, это как бы универсальный памятник, да. Мы занимаемся давно. Ну, как правило, мы не льем широкой публике, так скажем, ну, всем. Это просто мы приобрели форму, так скажем, для родных и знакомых. Так. А он себя зарекомендовал, да, очень он такой, что мужчинам, что женщинам можно как бы положить, что ну, всем, скажем так. И он смотрится довольно-таки неплохо. И немножко поддерживает вот старый стиль. Он как раз вот подходит вот именно к стилистике вот прошлого века. Сейчас, значит, это опять готовится для покраски, это Да. определенный процесс, да? Да. Это вот первый слой, потом будет наноситься второй слой, грунтование и так далее, и так далее. Потом трафарет, ну, потом окраска под гранит сам. Потом наносится трафарет, а потом лакирование идет. 3 раза. Лакирование, она дает какой эффект? Ну, во-первых, это износостойкость, атмосферостойкость, ну, как бы долговечность. Во-первых. И во-вторых, ну, такой небольшой блеск создает. И плюс вообще плита с гарантией на 10 лет, Ну, по-вашему. Это как минимум. И я хотел бы вас попросить в завершении нашей трансляции еще раз показать нашим зрителям крест все-таки, и мы завершим трансляцию. Давайте, конечно. Чтобы все понимали. Дело в том, что мы готовим там вот этот крест, это основополагающий обелиск будет, да? Да. И Ну, там тут он смотрится, конечно, не очень красиво, потому Да. что он в полуфабрикатном состоянии. Ага. Естественно, он зашлифуется, зашпаклюется, тут все это сделается. Также будет гранитный. И он двухсторонний, значит, Ага. с той стороны он тоже как бы довольно-таки неплохой, красивый, чтобы со всех сторон его можно было смотреть, а не только с одной, естественно. вот Ну, если еще вы сделаете подсветку, например, ну, Ага. если ну, мы такая так возможность, планируем, да. то будет вообще смотреться отлично. Подсветку именно снизу, да, Да, ложит? снизу наверх, вот, чтобы он смотрелся. Вот такое предложение поступило. Но Ну, мы вот, например, сами, мы работаем с цветами, со всевозможными красками, люминофорными, значит, которые светятся в темноте, потом флуоресцентными, которые светятся в ультрафиолетовом свете. Мы все это можем сделать, но это как бы тоже не дешево, естественно. Поэтому пока останавливаемся вот так вот. Чисто вот гранитный вариант. спасибо, до скорой встречи. Я буду вести вас в курс дела. Еще раз говорю, это была подготовка к благоустройству сквера «Память поколения» Новгородский погост города Якутска по адресу Дачная 45-46. Но пока все задерживается, пока у нас нет разрешения экспертов. Там есть специальные вещи на благоустройство. Мы его получим до конца недели и, наверное, начнем уже воплощать все в жизнь. До скорой встречи.